500 волонтеров по всей Якутии будут помогать жителям республики подключаться к цифровому эфирному вещанию. В Министерстве связи в эти дни завершилось обучение добровольцев. Подробнее в материале Дмитрия Тымырова. Сегодня в формате видеоконференц-связи специалисты министерства пообщались с руководителями муниципальных районов, где рассказали о том, как должна идти работа волонтеров на местах. Сегодня прошел последний этап обучения волонтеров по подключению цифрового эфирного телевещания. Мы задействовали по республике около 500 волонтеров. Волонтеры у нас охватят все 390 населенных пунктов, которые на сегодняшний день имеют возможность принимать цифровое телевидение. Это где проживает 95% жителей нашей республики. Так, волонтеры, которые будут помогать якутянам, не должны устанавливать и подниматься на крышу домов для настройки антенны, помогать перетаскивать телевизоры с одного места на другое и тому подобное. В их обязанности входит только настройка приставки или телевизора. Заявки на вызов волонтера можно оставлять по телефону горячей линии. В начале марта у нас заработал колл-центр, куда можно давать заявки на вызов волонтеров. По номеру 398-111 принимаются заявки в рабочее время. Специалисты Министерства связи уверяют, что проблем с цифровым вещанием в межсезонье не будет. Башни цифрового телевещания были установлены на возвышенных местах. Сеть цифрового вещания построена таким образом, что эта сеть у нас круглосуточно мониторится. То есть есть персонал, который в круглосуточном режиме мониторит работу сети. Если мы видим, что дистанционными методами у нас не получается восстановить работоспособность сети, тогда, естественно, у нас есть аварийно-профилактические группы. То есть это люди, которые также практически работают в режиме 24/7, выезжают на устранение всех нарушений. Напомним, Якутия, как и все другие регионы, должен перейти на цифровое эфирное вещание. Наш регион попал в третью волну перехода на цифру, и это случится 3 июня 2019 года. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск.